Директор Сухумского физико-технического института Академии наук Абхазии, доктор технических наук, академик Марколь Анатолий Иванович в телевизионном проекте «Абсваруме». Спасибо, что согласились на большое интервью о Сухумском физико-техническом институте и о многом другом. Поговорим? Поговорим. Пожалуйста. В истории вашего института особый интерес, на мой взгляд, представляет так называемый немецкий период, первое десятилетие с 1945 по 1955 годы. Атомный проект, советский атомный проект в привязке к Абхазии. С чего эта история началась? Действительно, эта история очень известная, с одной стороны, и с другой до сих пор имеет какие-то свои скрытые, не совсем распространенные, так сказать, среди общества обстоятельства. Ну, собственно говоря, все началось с того, что победа над гитлеровской Германией в 1945 году сразу же поставила вопрос о дальнейшем противостоянии СССР и Запада. Хотя СССР был союзником Великобритании, там, Америки, Франции частично. Но как только было понятно, что Гитлер проиграл, и сразу же стало понятно, что противостояние в будущем неизбежно. Ну, естественно, противостояние это что? Прежде всего, это обладание определенным оружием, превосходящим противника и так далее. Тогда возникла вот новая такая, значит, физическая, во-первых, проблема и вытекающие из физики новые способы, значит, ведения войны. Поэтому появился из научных исследований еще 30-х годов, развитых в 40-е годы, появилась проблема, так сказать, ядра урана. Вот. Почему она называется проблемой? Потому что впервые вообще в мире стало понятно, что ядро урана содержит огромную энергию, запасенную внутри, которую можно использовать, если ее правильно выделять и суметь ими как бы владеть и направлять соответствующим образом. И вот эта проблема была настолько значимой, что американцы и СССР значит, очень старались привлечь к себе специалистов. Но парадокс в том, что основные специалисты были в Германии. Они вели соответствующие исследования, и в 1945 году в той зоне, которая владела СССР, значит, были проведены поиски специалистов, поиски тех организаций научных, конструкторских, технологических организаций, которые этим занимались, и их стали вывозить в СССР, некоторых даже как бы приглашать. Был такой термин, значит, приглашение в СССР для работы над проблемой урана. В 1945 году, когда критическая масса немецких специалистов уже были сосредоточены в Москве, был как бы случайно или нет, был задан вопрос им, где бы им удобнее всего было бы работать. Даже была такая формулировка, где вам удобнее, где-то в Сибири или где-то на юге СССР. Ну, немцы, их главный специалист, значит, известнейший ученый фон Ардене, Манфред фон Ардене, он сам пишет в своих воспоминаниях, что я все-таки подумал лучше на юге СССР. А что такое юг СССР? Значит, руководители СССР хорошо знали Абхазию, ее возможности. И там, где сейчас у нас район Синоп, значит, действовал санаторий ЦИК СССР. Достаточно такой развитый, известный. И решили в этом санатории как раз создать базу для работы этих приглашенных. Они же как бы... Можно я пока вот вас немножечко прерву, вот пока мы с вами не уехали в Абхазию, скажем, из Москвы или из Германии, да?
Известно, что была специальная комиссия советского правительства по атомному проекту, курировал Лаврентий Берия. 14 мая 1945 года на стол Сталину он положил важный доклад. О чем был этот доклад? Вы можете сказать? Это был доклад о том, что исследования в области ядра урана и вообще ядерных исследований показали, что эти исследования могут привести к созданию оружия необыкновенной мощности. И что нужно срочно в СССР заняться этой проблематикой и создать предпосылки, и создать основы для того, чтобы эти исследования срочно были начаты. Потому что разведка докладывала, что в Америке эти исследования уже давно идут, давно продвинулись, и они уже близки к тому, чтобы создать соответствующее оружие. А вот сама Германия, насколько к концу войны была близка к созданию атомного оружия? Германия была очень близка к созданию, но, к сожалению, для того, чтобы создать оружие, нужно было иметь так называемую тяжелую воду. Ну, сейчас я не буду раскрывать, что такое тяжелая вода. Да, сейчас, Специальная вода, которая нужна для замедления, значит, в реакторе нейтронов. Эту тяжелую воду добывали в Норвегии. Вот. Специальный завод был для добычи именно тяжелой воды. Но союзники наши СССР сделали совершенно замечательную операцию, скрытую. И диверсанты уничтожили этот завод и лишили немцев этой воды. А без нее создать реактор, а дальше уже оружие было невозможно. То есть они, можно сказать, просто не успели к концу войны. Если у них был бы еще год, скажем, наверняка они бы это сделали. И тогда исход войны был бы наверняка другим. Германия, Москва, Сухум. Так получилось, да? Вот любопытно вообще, как происходило. Вы уже начали, в общем-то, отправка вот интернированных, скажем так, из Германии физиков, именитых уже ученых, потому что Ардене, о котором вы говорите, он имел уже вот лабораторию как раз-таки, которая непосредственно работала над этим проектом. Что касается Густава Герца, он уже был лауреатом Нобелевской премии. Это вообще совершенно выдающиеся люди. И они сначала, значит, были интернированы, скажем так, вывезены из Германии в Москву, а потом уже так получилось, что какая-то часть, потому что немецких ученых-то вывезено из Германии в Советский Союз было очень много. Насколько я помню, цифра 7 тысяч человек. А в Абхазию отправили сколько человек для работы? Ну, на начальном этапе как раз вот фон Ардене и Густав Герц, значит, они приехали сюда, тогда железной дороги не было от Сухума до Сочи. Дорога была через Баку, и заканчивалась у нас вот на Килосурском вокзале. Значит, их привезли в Абхазию, человек буквально там 10-15 первых немцев, основных. После этого начали завозить пленных уже, по-настоящему пленных, технически грамотных немцев, среди которых были и станочники, электрики, там, стеклодувы и так далее, которые завладели вот такими технологиями. Значит, они уже на правах военнопленных. И через месяц буквально из Германии пришел эшелон, полностью нагруженный оборудованием, которое работал фон Ардене в Германии. В том числе огромный... Пришел в Москву? Сюда, в Абхазию? Да, через месяц. Через месяц, да. И он сам описывает это, как он изумлялся тому, что за такой короткий срок целый институт перевести сюда. Не просто груз, а среди грузов был огромный магнит весом 40 тонн. Тогда такие габариты, значит, перевозки практически не осуществлялись. Был сделан специальный вагон под это и так далее. Кстати, интересно, лабораторию Ардене как раз-таки
Лаборатория была создана, я так понимаю, когда они работали над проектом «Уран-проект». «Уран-проект» 1938-1945 годы. Да? Лабораторию вывезли, но еще вывезли 15 тонн металлического урана. Что из всего этого дошло до нас? Нет. РДД не занимался напрямую ураном. Не занимался, Не да? занимался. Он занимался Ну, Советский Союз вывез этот уран, но правда же, этот металл? уран был Да. вывезен не из его лаборатории. Это было... Не, я сказала ИИ, лаборатория, потом ИИ еще Да, 15 да. тонн. Да. Да, металлический уран был найден, вывезен. И вот, собственно, организовали и фонд РДН Густав Герц. Густав Герц был размещен в Агудзере, в тех корпусах, где вот Сибицкой строил, значит, свои санатории, да, значит, как и здесь санаторий в Агудзере. Значит, То есть немецкие физики, инженеры, они заняли два объекта. Два объекта. Санаторий Синоп и санаторий Агудзера. Да. Да. Дело в том, что в СССР было принято во всех отраслях военного промышленного комплекса создавать параллельные конструкторское бюро, конкурирующие как бы, да. И здесь то же самое было сделано, чтобы как-то в разных местах решали бы примерно одинаковые задачи, ну, разными людьми. Это делалось для надежности того, чтобы получить потом быстрый результат. Поэтому у нас и было, значит, в Синопе и в Агудзере две команды. Вот. Ну, А уран привезли в Абхазию? уран сюда привозить не было никакого смысла, потому что само оружие в Абхазии никогда не делалось. Это делалось в центральной части СССР, на Урале и так далее. А здесь решался вопрос центральный, как получить тот самый уран, да, и какими технологиями это можно сделать. Оказалось, что это надо делать центрифугами. А центрифуга – это такое понятие, это прибор, это устройство, которое разделяет изотопы урана. Значит, природный уран содержит примерно там 97% основного урана, который не годится для оружия. А, значит, несколько, до 1% только годится тот изотоп, который нужен для оружия. Вот чтобы это разделить, химическим путем не получалось, потому что это очень близкие по химическим свойствам изотопы. Поэтому пришлось делать усилия над тем, чтобы найти способ разделения. Их было несколько, пытались разными. В итоге остановились на центрифуге. Но центрифуга это что? С одной стороны, это такой очень простой прибор, то есть это просто цилиндр, внутри которого вращается другой цилиндр. Казалось бы, значит, раскручивая и все. Но дело в том, что вот этот внутренний цилиндр должен вращаться очень быстро. Значит, десятки тысяч оборотов в секунду. Вот тогда появляется эффект разделения. Значит, тяжелая часть изотопов прижимается к стенкам, а легкая более-менее остается в середине. А дальше вот каскадами, значит, один за другим эти приборы потихоньку улучшают, обогащаются этим нужным изотопом, который является, значит, как раз для получения ядерного. Ну, давайте тогда коротко сформулируем задачу, которая была поставлена перед немецкими учеными, Да, которые работали изотопов. здесь, в Абхазии. Да. Разделением? Изотопов. Но дело в том, что эта задача, она сопровождалась многочисленными другими проблемами, сопутствующими. Да, масс-спектрографы, там, значит, точное, значит, машиностроение, значит, очень тонкие такие работы, значит, которые требовали очень большой квалификации. То есть десятки проблем сопутствующих надо было решать, чтобы решить основную проблему. Вот. И немецкие специалисты, собственно, с этим справились. Они, значит, создали
эти технологии, которые были потом переданы дальше в центральную часть СССР. Дальше они совершенствовались, подключились уже российские ученые. И вот это, значит, действительно было начало в Абхазии. Вот по поводу того, что немецкие физики оказались именно в Абхазии, да, на территории Абхазии для работы, для серьезнейшей работы, да. Фактор Берия, хотя Ардене, как вы говорите, в воспоминаниях своих пишет, что он сам как бы выбрал, да, юг, и этим югом оказалась Абхазия. А фактор Берия, который вообще контролировал все это, атомный проект, насколько я знаю, это могло иметь какое-то значение для выбора места работы немцев? Я думаю, что да, потому что действительно Берия был ключевой фигурой в СССР, который организовал всю эту работу от начала до конца, справился с ней. Естественно, я думаю, что когда он намекал на юг России, он имел в виду, что Абхазия, где он, собственно, родился тут, да, хорошо знал эти места и так далее. Я думаю, что это сыграло свою роль, конечно. Но я хочу подчеркнуть другое. Ведь работа немцев быстрая, эффективная, да, по созданию центрифуги, это же позволило вообще сохраниться СССР. Потому что если бы опоздали бы на год-два, да, американцы, значит, уже имели это оружие, да, и запоздалые уже работы, они все-таки американцы не позволили бы эти работы проводить. Именно благодаря тому, что это все было организовано именно в Абхазии, да, ну, я считаю про себя, ну, не знаю, это не шутка, я считаю, что Абхазия спасла СССР. Ну, в этом смысле. В каком-то смысле, да. Да, в каком-то смысле, почему? да. Потому что все-таки наша земля обладает определенной силой, определенными такими всем известными, значит, как сказать, почему мы до сих пор и народ сохранен, и земля сохранена, да? Я думаю, что какие-то высшие силы... Какую-то сакральную силу да, вы видите в этом. да, Сакральную, смогли так организовать все, что именно в Абхазии это случилось. Вот. И, собственно, эти работы немцев, ну, в Абхазии, они, собственно, спасли СССР. На самом деле, именно без вот этого как бы завезенного или привезенного интеллекта. Да, Он же уже был, этот интеллект по созданию атомного Совершенно оружия. верно. Был. Без этого. Насколько шансы Советского Союза по созданию атомного оружия вот прям в ближайшие годы после войны были велики? Вы знаете, это вопрос очень сложный. Да. Я не владею такими уже глобальными знаниями, что именно происходило. Но свое мнение скажу, что три компонента, что немецкие специалисты высочайшего класса физики, да, высочайший организатор атомного проекта и Абхазская земля, вот эти три компонента создали вот это предпосылки для быстрого разворачивания этих колоссальных работ. Это просто трудно представить, как после разрушенной войной страны организовать новый проект. Американцы на это потратили миллиарды и миллиарды долларов. Значит, новый проект, люди работали без сна, без еды, без крыши над головой. Сотни тысяч людей, но все-таки сумели создать вовремя это оружие, которое остановило потом претензии очень вовремя. Мы продолжаем абхазский путь, Апсуарымью. У нас в гостях академик Анатолий Иванович Марколя. Институт А, институт Г. Почему два института было создано? И на чем каждый был сфокусирован, а затем произошло их объединение позже.
Да, но все-таки почему два института? Вот интересно. Да, ну, частично я уже отвечал на этот вопрос. Во-первых, шифр А – это по фамилии РДД, Да. который был главным, значит, в Синопе. Он там был главным руководителем, научным руководителем этого Да, он был института. назначен главным руководителем лаборатории А. Да, Это была интересно. лаборатория. Институт А, значит, институт Да, РДН. институт А или Да. лаборатория А. Да. И, соответственно, Густав Герц, на букву Г фамилия, значит, Да. в Агудзере. Все было очень Тоже понятно была, и да. просто. Да, А почему да. два, я частично объяснял. Это был принятый вообще такой подход к решению важнейших задач. Сразу создавать два коллектива со своими, значит, видением вопросов, так, чтобы работая, они показывали какие-то свои умения и навыки, может быть, отличающиеся друг от друга хотя бы немножко. Да? Это позволяло выбрать Ну, а более... задача была одна? Задача была одна. Да. Задача была одна, да. Вот почему. Это, кстати, не только в атомном проекте, это всегда было и в авиации, в металлургии, там, в космос. Всегда создавались два коллектива для того, чтобы они могли друг с другом немножко соперничать и так далее. Поэтому это А и Г. Но потом правительство решило объединить, создать уже именно институт. Получается, в этом вопросе советский режим, который не признавал конкуренцию, учитывал конкуренцию. Значит, идеологически не признавал, а фактически понимал, что конкуренция – двигатель прогресса. Получается так, да. Это хорошо понимали руководители, кстати. Оба института – это были секретные объекты. Скажите, что-нибудь от этих лет, от немецкого периода, 45-55 годы, архив какой-нибудь сохранился? Значит, который в доступе, в смысле? После войны, когда мы пришли в институт, я не сразу, я был сначала директором гидрофизического института на Маяке. Архивы все сохранились, они сохранились до сих пор. Значит, у нас полноценный архив, который до сих пор обслуживается, хранится. Есть определенные инструкции, как это все делается. Да? Значит, частично рассекречено. Есть несколько направлений, которые до сих пор не рассекречены. Значит, Росатом нынешний, тогда он назывался Минсредмаш СССР во времена первых работ по урану. Да? А потом было несколько названий министерства по атомной энергии и так далее. Сейчас это называется госкорпорация Росатом. Естественно, мы работаем с ними очень тесно. Несмотря на то, что формально мы являемся как бы другим государством, мы все-таки координируем с ним определенные работы, направления работы, в том числе архивное дело. Вот. Часть архивов по их просьбе иногда мы отдаем на переработку, потом они возвращают и так далее. То есть архивы существуют, они имеют до сих пор большое значение. Да. То есть эти архивы хранятся в институте? В институте. Да. Но кто-нибудь из наших ученых изучал эти архивы? Доступ был у них? Мы пользуемся постоянно архивами, да. И в Агудзере, и в Синопе. Интересно, вот мы говорили о главной задаче, которая стояла перед этими институтами, но я ни в технике, ни в оружии, скажем так, не разбираюсь абсолютно, поэтому я просто читала кое-что. Это правильно будет говорить, что в Абхазии шла работа над оружием взрывного действия, и что в Абхазии была подготовлена начинка для бомбы? Или это преувеличение какое-то? Надо немножко уточнить. Ну, давайте. Значит, начинка – это все-таки какое-то уже производство, да, того материала, из которого уже делают само оружие и так далее. Здесь в основном были сделаны технологии, которые позволяли эту начинку
создать уже промышленным способом. Собственно, здесь не было заводов в Абхазии. То есть был научно-исследовательский институт высочайшего класса, который очень ценился и до сих пор. Вообще это, значит, наше имя института, значит, звучит. Отвлекусь чуть-чуть, было 80-летие атомной отрасли. Нас пригласили, нас называли там родоначальниками в определенном смысле и так далее. То есть это все понимают, что здесь... Но это была разработка именно технологии и способов получения. А сам материал, как таковой, на территории Абхазии он никогда не был. Он, если и был, то в качестве каких-то микроколичеств для экспериментов там, и так далее. Поэтому иногда думают, что у нас в институте до сих пор есть материалы, из которых можно делать какие-то там, скажем, в будущем. Нет такого ничего. И мы и не хотим, и не должны это иметь. Не все государства должны иметь эти. Я читала, что простые люди, которые не умели защищаться от радиации, что они массово погибли. Такого не было? Это очень похоже на миф. Я думаю, что это неправда. Такого не было и быть такого не могло. Работы, которые проводились на этих объектах секретных, они не отразились на экологии Абхазии? Не было радиации? Ну, вы знаете что, если сказать, что вообще ничего не было, это неправда. Но уровень этой вот воздействия, да, он настолько мизерный был, и сегодня тем более, что никакой радиации, никакой грязи, никакой там, я не знаю, значит, опасности для сотрудников, населения. Мне кажется, это такое преувеличение. Потому что если такое было бы внутри, в коллективе бы знали бы, или говорили бы между собой, или как-то еще. Вообще слухов много, конечно, разговоров много вокруг этого, достаточно много. Кого-то, я сейчас не помню, читала в интернете, который говорил, что простые люди, вот работники, да, там сотрудники, ну, работали, они могли мало ли какую работу там выполнять, они не умели защищаться, и поэтому они все получили высокую радиацию, и что потом очень быстро ушли из жизни. А что вот эти немецкие физики, которые были сведущие в этом вопросе и так далее, они, кстати, прожили долгую жизнь. Я знаю, что Ардене прожил 90 лет. Ну вот вы сами ответили на вопрос. Да? Так не может быть, что одни защищались, а другие не защищались. Во-первых, немецкие физики, они... хоть и немцы, но они нормальные люди, они на это никогда бы не пошли. Их хорошо знали. Вот, сейчас мало осталось, кто их напрямую с ним общался, но это были очень добродушные, хорошие, очень такие вежливые, интеллигентные. Так, чтобы они создали условия для себя, работу с защитой, для других нет. Это все выдумки. А вот утверждение о том, что во время испытания первых испытаний атомной бомбы там в Рюгене, Померании, что погибло около 700 советских военнопленных, это тоже не соответствует действительности? Я на это не могу ответить, потому что я не присутствовал, не знаю. Не владеете информацией, никакой информации. Ну, конечно, я думаю, что, в общем-то, всегда были риски. Но про цифры ничего не могу сказать. Да. Это разные версии есть. Есть открытые источники, есть закрытые источники. Но на самом деле, конечно, создание атомной бомбы в СССР имело колоссальное значение. Советский Союз ненадолго дал возможность Соединенным Штатам монопольно владеть, скажем, атомной бомбой всего лишь там несколько лет. Все же, наверное, многих интересует вопрос вклад немцев, немецких физиков, я имею в виду, которые работали на территории Абхазии. В чем вообще этот вклад вот заключается? Можно ли это как-то определить, оценить? И еще, значит, о их роли в создании атомного оружия в СССР и о роли Курчатовского института тоже в создании атомного оружия.
Официальная версия, она на стороне Курчатовского института или как? Дело в том, что такое Курчатовский институт? Это тоже была лаборатория в 1945 году, куда, кстати, Арденей прибыл и жил там в домике, специальном домике. И у нас лаборатория, и у них лаборатория. Ведь в СССР ничего не было вообще. Это сейчас Курчатовский институт является очень крупным, знаменитым и организацией, которая ведущая в России. Да? Тогда все начинались почти с чистого листа. Значит, когда ничего нет, обычно начальный период очень важен, потому что начальный период задает вектор вообще всего развития. Если вначале неправильно начинать мыслить, начинать делать такие действия, которые приводят к нежелательным результатам, то потом и дела застопорятся и так далее. В этом смысле роль немецких ученых трудно переоценить, потому что они задали сразу правильное направление мысли. И главное, как решить главную задачу. А главная задача, я возвращаюсь назад, говорю, что это разделение изотопов. Просто вы должны понимать, что это была просто колоссальная сложности задача. Ну, считалось как бы даже нерешаемой. Вот. Поэтому немцы вначале правильно подобрались к этому, значит, вопросу, разработали несколько способов, который один из них стал главным, а потом через 5 лет подключились уже наши советские специалисты. Через 10 лет они полностью уже владели этим направлением вместе с немцами. Собственно, в 1955 году немцев отпустили домой с благодарностями, с наградами и так далее, потому что они сумели все знания и технологии передать. Можно сказать, что атомная бомба в Советском Союзе, созданная к 1949 году, как раз когда и первое испытание произошло, это результат деятельности, работы и советских ученых, и интернированных немецких ученых, можно так сказать. Особенно в начальный период. Можно сказать, что если не было бы их, ну, наверное, все пошло бы по-другому. Ну, это сейчас как бы прямо не признается, потому что любое большое дело делается многими людьми, в том числе главными организаторами. Но с точки зрения физики, знаний и с точки зрения умения создавать новые приборы, новые технологии, немцы, конечно, здесь проявили свою исключительную эрудицию. Понимаете? И сделали это у нас, в Абхазии. Ну, судьба этих ученых удивительная просто. Люди, которые столько лет создавали оружие атомное для гитлеровской Германии, для Гитлера и его режима, в итоге они работали уже над советским атомным проектом. Вот и еще немножко поговорим, наверное, об Ардене. Я думаю, что это вообще уникальная личность, очень интересная, выдающийся абсолютно ученый. Да, и в Советском Союзе, несмотря на то, что он был немцем, дважды сталинской премией его награждали, это о многом говорит. Да. Вот какие его изобретения вы выделили? Вы не только же вот в этом проекте, он много чего еще сделал. Ну, в Германии он занимался созданием таких приборов, как, например, электронный микроскоп, это еще в 30-х годах. Электронный микроскоп – это очень сложный прибор. Оптический микроскоп – это то, что все умеют пользоваться, да? А электронный – это совсем другой прибор. Он его в Германии создавал, сделал. Дальше он занимался телевидением. Ну, тоже интересно. Да, телевидением в 30-х, в конце 30-х годов. В том числе даже наработки были цветного телевидения. То есть Ардене был ученым высочайшего такого, значит, уровня. Да? Масштабы вообще его деятельности были велики. Он онкологией сколько занимался. Он был очень талантливый.
И он создавал самые современные приборы. Вот, и, конечно, Гитлер его финансировал. Вообще он в СССР приехал. Это правда, что он в был любимцем эсэсовской Гитлера, форме. так тоже говорят, что он был любимцем его. В эсэсовской форме приехал он. Ну да, и, наверное, это правда, что эсэсовцы охраняли его Охраняли, лабораторию, да. его лабораторию. Да. А это правда, что Советский Союз 3 дивизии положил для того, чтобы всем вот этим завладеть? Да нет, конечно. Нет? Нет. Нет. Есть версия, что он сам, понимая, что американцы скоро создадут оружие, даже сам как бы стремился чуть-чуть так, чтобы СССР тоже обладал, чтобы был какой-то вот в этом смысле баланс международных сил, да, чтобы если только американцы будут иметь, он понимал, что и с Европой будет не совсем благополучно, СССР. И вроде бы есть версия, что он даже помогал взять себя сюда, в СССР, и вывести оборудование и так далее. Вот. Ну, там много таких тайн, которые имеют много версий, поэтому рассуждать об этом, конечно, очень. Это должны делать историки, которые допущены к архивам, которые знают точно, как это было и так далее. А вот что касается того, что он, когда приехал в Абхазию и начал работать, в воспоминаниях, которые он позже издал, это такая большая книга, где 3-я часть посвящена периоду его работы в Абхазии. Воспоминания на немецком языке. Да, у нас есть эта книга, есть перевод этой части. Значит, Перевод издан? Он издан в Германии, да. Нет. У нас не издан. У нас не издан, перевод. В архиве лежит. В архиве. Да, в архиве, да. Интересно. И он, значит, его привезли сюда как в Грузию вообще. Ну, географически куда? В Грузию. Про Абхазию вообще не было ни слова. И он говорит, один раз нас иногда вывозили там с сопровождающими, поехать там в Афон, там, на Рицу, там, на Голубое озеро, там, в горы. Там. И один раз, говорит, нас повезли в устье реки Гумиста. Мол, там будут народный праздник и так далее, увидите. Приехали, я, говорит, впервые увидел каких-то необыкновенных людей, всадников, одеты в черкесскую, значит, я, говорит, спрашиваю, а эти люди кто? Ну, это вот местный народ, там, даже не назвали, говорит, мне, что это абхазцы. Но, говорит, я когда увидел, как они сидят, как они себя ведут, как они выглядят, их профили, я, говорит, подумал, из каждого этого профиля можно было отлить в бронзу каждый. Вот такое у него было впечатление, впервые увидев настоящих наших Да он все-таки местных. узнал, что это абхазы, в конце концов. Он не знал, только потом узнал об этом. Только потом Да, узнал. то есть как-то скрывалось все это, что Абхазия. Ну, понятно. Ну, тогда так. Да, Беревский режим Да, продолжался, скрывался, да. поэтому. Кстати, вот интересно, в его воспоминаниях он тоже, наверное, что-то говорит. И, в принципе, архивный материал ведь тоже, если вы с ним уже знакомы, с этим материалом, вы тоже знаете. Вот кто еще работал в СВТИ вот, в то время? Вот местных вообще кого-то привлекали? Были какие-то кадры или из России, из Советского Союза приезжали, наверное? Как коллектив Значит, в первые формировался? годы Да. 90% работало немцев. Ну, естественно, с ними были там те, кто смотрели за порядком, за режимом, там, директора там, снабжения и прочее из Москвы. И вот если о национальном составе говорить, то это в основном немцы, потихоньку несколько человек, скажем, местных грузин, один, может, человек из абхазец, там, вот так примерно вот было. Потом потихоньку, значит,
коллектив увеличивался, очень много приезжало уже окончившие университеты, ведущие СССР, приезжали сюда и устраивали на работу, строили жилье, строили возможности, снабжение. Постепенно СФТ превратился в громадный такой монстр по сравнению со всей Абхазией, да? Закрытый, и имеющий самодостаточную внутреннюю жизнь, снабжение, жилье, значит, развлечения, театры, там, я не знаю, народные театры, там, еще что-то, значит. Это все такое образовалось такой анклав, который находится под жесточайшей охраной, да, и внутренняя жизнь СФТ, она развивалась вне остальной Абхазии. Что-то похожее было и на Маяке у нас, в гидрофизическом институте. Тоже закрытый институт и так далее. И нам не давали общаться анклавы. сотрудники СФТИ и сотрудники гидрофизического института. Они не могли общаться? Рекомендовали особо не общаться, не сидеть в кафе там где-то или на пляже, там, чтобы информация как-то не была сохранена. Вот. Поэтому... Ну, почти как в тюрьме, но не в тюрьме, слава богу. В этом смысле вообще Абхазии повезло. Здесь постепенно образовалось несколько первоклассных институтов, которые сейчас являются, как бы, сохранились, являются частью нашей Академии наук. Все эти институты были созданы во времена СССР и являлись самыми передовыми в этом смысле. Да. Поэтому наследие СССР после войны, вот мы стараемся сохранить, что не так просто. Ну, прошло 30 лет. Да. 30 лет. Мы продолжаем Абхазский путь. Вот все вот эти немецкие знаменитости мы в основном назвали Арденей, Густава Герца, но еще там другая знаменитость, кстати, Штейнбек. Да? Да, Штейнбек, Риль. Да, вот много их, конечно. Два да. десятка. Да. Да, немцев, таких которые ярких, главные, ученых, да, главных, ключевых. Вот они вернулись в Германию. Как это произошло и как сложилась их жизнь там в Германии, в ГДР? Во-первых, им предложили уехать, но на определенных условиях, что они не разглашают те работы, которые здесь велись. Хоть они попали именно в ГДР, а не в ФРГ, но все равно это все-таки другая уже страна. Вот. Зная о том, какой режим был установлен в СССР, в смысле того, чтобы хранить гостайны и так далее, и что будет, если ты ее нарушишь, они это очень хорошо знали. И очень четко соблюдали, чтобы в Германии они этим не делились ни с кем, только на таких условиях. Второе, им разрешили вывести все свое имущество. Ну, в Германии были колоссальные трудности, они отсюда брали все буквально, даже с пляжа некоторые брали крупные камни, Да. кто-то уголь, значит, себе вот остатки угля, значит, себе вот в коробке какие-то. Что приедем, ничего не будет, нам нужно вот отсюда все забирать. И в то же время очень много оставили своего имущества, которое им там не очень бы пригодилось, да, и было это все роздано, значит, сотрудникам, там, знакомым и так далее. Очень много оставили фотографий. Они вообще основное развлечение было такое: фотография, печатать, там, показывать друг другу. Значит, тысячи фотографий остались здесь. В архиве они, да? Да, и в архиве просто у людей. Значит, быт, там, работа, там, и так далее. Вот. В общем, для историков работы достаточно, просто, по-моему, пропущено очень много времени. Кстати, вот интересно, я обратила внимание, про Густава Герца писали, что
он свое каждое выступление начинал очень осторожными словами. Возможно, я скажу глупость, но это было для него вот характерно. Интересно, они русским языком как-то овладели, вот пока находились здесь? В совершенстве. В совершенстве? Знали русский язык, прекрасно на нем говорили. Значит, для них это не было проблемой. Значит, они стали фактически двуязычными, да, какими-то. А что касается того, что начинал со слов, что это, знаете, чем человек больше знает, тем больше понимает, что он ничего не знает. Секретная тематика закончилась в 50-х годах. Вот и Ну, немцы да. уехали, атомное оружие, все же атомную бомбу создали. А что было дальше с СФТИ? Вот если коротко, над чем институт работал после? Значит, отрасль, кроме оружия, они были призваны создавать другие технологии, в частности, энергетику. Поэтому здесь уже от Курчатовского института значит, здесь образовались лаборатории, которые называется физика плазмы. Ну, плазма – это такое состояние вещества, которое позволяет значит, решать многие энергетические, прежде всего, проблемы. Да? Изучение материи, получение энергии, получение новых видов взаимодействия, там, частиц и так далее. Вот эти лаборатории были здесь заново запущены. Второе, например, было материаловедение. Дело в том, что любая наука, любая технология – это прежде всего материалы. Значит, все время требуется создавать новые материалы, которые позволяют создавать новые образцы техники. Да? Чтобы создать новые материалы, опять же, нужны большие исследования, тоже сопровождающие еще комплексом других вопросов. Значит, материаловедение занимались. Дальше были еще специальные... Дело в том, что наука, она же никогда не заканчивается. Всегда есть специальные проблемы, которые надо доизучить. Значит, как-то больше посмотреть, что там дальше, что внутри. Значит, посмотреть разные параметры. Там. То есть это бесконечный процесс наработки новых знаний. Да? И Росатом всегда поручал нашему институту самые сложные вопросы. Как бы опираясь на то, что в этом институте всегда умели их решать. Вот. И самые сложные вопросы, задания и так далее. И когда удавалось их решать, опять же, это позволяло, значит, показывать, что уровень института, значит, имидж института все время поддерживался. Потому что это... Хорошо. А дальше был распад Советского Союза и война в Абхазии, а потом непростые 90-е годы. Я думаю, что институту очень не повезло со всеми вот этими политическими процессами. Какие компетенции сохранились у института? Война закончилась в 93-м, значит, я 10 лет проработал директором гидрофизического института. Потом президент наш Владислав Григорьевич меня перевел директором сюда. Это был 96-й год. До войны работало в институте около 5000 сотрудников. Сразу после войны мы застали 1500 из 5000. Которые не имели ни работы, ни финансирования и все такое. Да? Но почему президент решил меня назначить, не знаю, ну, видимо, так получилось. Я сразу, значит, в коллективе, во-первых, после того, как меня назначили, я собрал коллектив и провел тайное голосование, принимает ли меня коллектив на работу. Значит, за что меня потом журили, что как ты уже назначен, ты еще спрашиваешь коллектив. Я говорю, ну, я так решил.
И они почему-то проголосовали за меня. Почему-то. Да, вот Почему-то не зная проголосовали. меня вообще. Проголосовали, и я начал работать с того, что попросил одного из ведущих сотрудников дать мне адрес в Москве Росатома. Просто почтовый адрес. И вот я поехал туда просто по адресу. И вот потихоньку все. Но вот пытались возродить институт, и сейчас тоже, наверное, этот процесс вот продолжается. Вот я хочу обратить внимание на то, что был такой период, когда вы, ваш институт, вот руководство в вашем лице, там, ваших заместителей, да, пытались подготовить кадры. Молодые кадры, новые кадры. И немало ребят, насколько я знаю, человек 60 даже отправили на учебу. Скажите, этот проект не состоялся? Где эти молодые люди? Значит, проект состоялся. Он был основан на том, что мне удалось руководству Росатома убедить их в том, что этот институт надо сохранить, а чтобы его сохранить, нужно сохранить нынешних работающих, и обязательно надо начинать готовить кадры. Я их в этом убедил. Потом на бюджетной основе, бесплатно. Законодательство России не позволяло это делать. Но Росатом пошел навстречу. В нескольких институтах, аффилированных с Росатомом, значит, начали готовить людей ежегодно по 10-8 человек в разных институтах и так далее. И постепенно набралось достаточно большое количество. Но я надеялся вместе с нашим таким как, способностью как-то чуть-чуть развиваться, да, государство сумеет встать на ноги, начнет как бы финансировать и так далее. Но этого не случилось, не смогло государство. А молодые кадры, хоть кто-нибудь Да, работает молодые сейчас в кадры, институте? половина примерно остались в России, вторая половина, вернее, вторая уже треть работает в Абхазии в высокотехнологичных наших, значит, организациях. Это Амобайл, Аквафон там, и так далее. Но в СВТИ их нет. Да, нет, у нас работают, да. Работают. Я читала вашу переписку и с Курчатовским институтом, с российскими чиновниками. Вот скажите, во все вот эти инстанции вы обращаетесь для чего? Вот какая стратегия? Каким может и должен быть этот институт, если коротко? Ну, хороший вопрос. Действительно, институт был заточен под другие вообще проблемы, да, и задачи. Причем эти задачи могут решаться только при очень крупном финансировании. Вот. Поэтому удалось наладить, опять же, работы с Росатомом, которые смогли профинансировать некоторые направления. Многие направления утеряны, но некоторые сохранились там, где как раз наши сотрудники являются ведущими. И в России такой школы сейчас нет, как в институте. И на основе этого мы с ними работаем по хозяйственным договорам. Но постепенно за эти годы возникают все равно вопросы того, как ставить новые задачи и кто будет финансировать. Ну, наш бюджет вас не финансирует. Бюджет не финансирует совсем, то есть у нас нет бюджетного финансирования. Поэтому мы очень скованы в этом смысле. Мы не можем ставить какие-то задачи, которые могли бы решать, но из-за нехватки финансирования. Но некоторые задачи мы беремся решать. Сколько человек работает в вашем институте сейчас? Ну, надо же как, согласовывать свои умения и старания с интересами Республики Абхазия, да? Конечно, с ее экономикой и так далее. И вот здесь как раз сочетается, значит, наша предполагаемая возможность
в создании основ технологий ядерной медицины. Все знают, что ядерная медицина – это самая передовая способ лечения, диагностики многих заболеваний, онкологии и прочее, прочее. Да? Мы могли бы Вы эти хотите в этом основы здесь направлении создать, развиваться? причем в увязке с нашими санаториями. То есть есть СВТ, есть санатории, которые есть и которые строятся, есть так называемые значит, сочетание туризма, отдыха вместе с лечением. Да? Скажем, человек приезжает, отдыхает, то ему хочется еще пройти какое-то обследование или даже лечение и так далее. То есть вот такую программу У вас есть такая программа? мы заявили, объявили, и наше правительство впервые за эти годы, за 30 лет, начало это потихоньку финансировать, ну, в пределах своих возможностей. Ага, даже так, Потихоньку, да? Да. Но основной вклад здесь, конечно, должен быть российский, поскольку это направление создания ядерной медицины, оно соответствует интересам и России тоже. То есть близлежащие регионы, там Сириус, Сочи, там, до Краснодарского края, мы могли бы охватить вот этими услугами поставки вот тех фармпрепаратов, которые потом применяются или для диагностики, или для лечения. И такой вопрос мы сейчас прорабатываем. Он не просто идея, он реальный. То есть дела уже как-то пошли потихоньку. Это было бы правильное использование нашего потенциала. Вот. Потому что других каких-то там браться за задачи, которые умеют делать другие институты или даже обычные бизнесмены, нет смысла. Потому что институт должен решать более-менее такие крупные задачи, и те, которые только они умеют, мы умеем делать. Ядерная медицина – это вот яркий пример такой. Напсих хайсует учтан. А кот би ашкол интернат шоучтымто. А совета амтазы аре интернат анжинырт, а техника кадрка радзарачы ялшус узхыч хуша тему успес издырует сара. Сызара физана талхрачы шырцайча рнырра абанза нейуэ. Рабхе школ бзупстан васиит абрина дерта школ район вхедza хучквер пшаон с хайз тахой хайбер шао интернет ахзубаха яна гадзумава хучку хыргурова бисля якумаха апсварза рейцерзы радзерзы брешкова ويا школа авет зарадари харакын вряхын пятача гиртахын рухучкова кацарарца. Лела Николай Пхаев Друта Ачпа Директор сыпляхан. директор Слыхан Жакала Браха из Иргита школа Хталит убрил бесхак Яшин у вас и Кларфита школа то и Маридзимнас Ган Карачоп Ята Хорачоп и Кюк то хоть Каревшха вас Хала Адзон زجري حيخدوا أكادر بزيكو يزجني يلمنوا بريوب. А уюден бзиху, да не радзала гобден бзиху. А заграбхи глупа адзара. Нас хоче бзиду бозору. Лаил хонус, хоче бзиду бозору, нас по царан яйцо, а басул хонигер. Усхлпян тусхака алшара курумом стах, салак, бре ачкин связан ладзаша, илпшаон. Сарая техника нас. А я обрезала, но бра математик, физик, сорхан пишера, яха нырра физтада. Ус нас бзида. Хедхала. Физика бзизбон, математика бзизбон. Уядаги техника, да, и куршера на пула гацараги. радио قحصون وسخن радио эфир حصرصون خالي قصنا جينا بس بريزيجي شو وريد حد قلنا حد صخرة ولا كذا هسه школа нас айвизера درتزون ينصخة айвизера нас بسنا بزيبرا حاجور بزيبرا нас حاجور проблема كوا
абри усҟан ирҳәоз, аиҳабацәа ирҳәоз, егьиуз ҳазҿлымҳарат абас ҳлааӡон егьиуз. Ханифеибыжьба шықәсазы ҳалгеит ажәабатәи акласс. Убри ашықәсазы афилармониаҿы ауаа еизаны итәан. Изгәалашәо Ханифеибыжьба. Уи зыкоммунитәым еизаны иҟамзи, абри Ханифеибыжьба убра ҳақәшәеит, убра ауаа тәан, уахынла ҳаргьы ҳнеиуа егьиу ашкол ҳҭан, аха убри инаркны ишьҭаҳхит агәыблра, абри ақәԥара, Аԥсны азы аҟаҵарагьы. Нас ҳакласс иалгаз зегьы аинститут иҭамлаз ҳауаҩ дыҟаӡам, зегьы хҵалак акак иалгеит. Сара радиотехника иазкыз азанааҭ ала уахь Урыстәыла сҭалеит, саналга. Ашьҭахь абра Маиак иҟаз аинститутаҿ сааит, усура салагеит, нас абас шьшьыҳәа. Аха ашкол аҟнытә иаҳгаз убриоуп аҭакԥхықәра ажәлар раԥхьаҿ. Убри ҳалалҵеит. Убри азхәыцра ҳаман ианакәызаалак иҟаҳҵоз зегьы абри ажәлар ирыхәару ишԥаҟалари, ҳаиҵыҵра, абри зегьы изганы нас ҳхәыцратә иҟалҵеит абри. Уи жәаҳәарада уи даараӡа ихадоуп. Абри сара сызлацәажәоз атехникатә интеллигенциа Аԥсны ашьақәгылара ипроблеман уажәыгьы абас зынӡа ҳаӷәӷәаныгьы инаҳауп ҳәа узҳәом, иҳагушәа ус сгәы иаанагоит аҟынтәи. Иара убри аинтернат аҿын аматематика, афизика ибзианы иахьыддырҵоз азыҳәан нас акадрқәа маҷымкәа Аԥсны иаҵагылеит. Убри ауп сызҵаауаз убарҭ шәырҵаҩцәа рҟынтәи аӡәы ихьӡ саҳауазар ҳәа, избанзар сара интернат иалгахьоу рацәаны сзааигәоуп ауаа аҟынтәи. Есымша иӡбахә саҳалон Ким Халил-иԥа Реџьебов, абри иӡбахә рҳәон зегьы. Уи ҳарҵаҩҩык иакәын Ким Халил-иԥа Реџьебов. Игәы дырҩаиԥсахит Израиль дцан убра, нас иуацәа ҟанагьы уахь. Изхысҳәаау убри еиԥш математик ду дыҟаӡамызт. Математика, физикагьы бзианы идыруан. Иаҳирҵаз рацәоуп, егьиуп. Нас узырччашагьы ак сҳәар сҭахуп. Аинститут салганы санааигьы ашколаҿ саннеи, убра классаҿы амаҭәарқәак имаз, ак ԥшьык иуадаҩын, аиқәыршәара уадаҩын. Абри уара иудыруазар ҟалоит, иаасиркын. Ари мариоуп сҳан иаразнак иааҟасҵеит. Уи ихашҭӡомызт. Аԥсуаа атехника еилыркаауеит. Аҷкәын сара сакәын дзааӡоз, иҟаҵатәу сеиҳәо дҟалеит егьаҳадас убас. Даара бзиа. Абри Тулатәи аполитехникатә институт шәҭалара шԥаҟалеи, избан Тула? Иаҳарак нас Москва ицон. Усҟан ауаа иршьҭуан аҵара алимитала. Лимит ахьӡын. Аҳәап Аԥснын. Иахьагьы иҟоуп уи. Иахьагьы иҟоуп. Избанзар абри сара исҭахыз радиотехникатә убракәын иаҳа иӷәӷәаны ихыҟаз. Убра Рязань радиотехника, радиотәы университетқәа иҟаз, аинститутқәа убри ҳаракын ҳаиԥхьаӡан азы уахь. Уа сахьнеиз срыдыркылеит усҟантәи аҵара урҭи уажәтәи хәҷык еиԥшӡам. Иашоуп. Иаҳдырҵаз даара иҵаулан, абас иҳазнеиуан. Нас изҵогьы хәҷык иара дашьҭазароуп, иҭахызароуп. Сҩызцәа иҭалақәаз ыҟоуп, аха изаламгазгьы ыҟан ауаа изҭахымхаз. Сара сгәы иақәшәан азын уа сҭалт, исцеит. Нас уи ашьҭахь сааит ара, нас абра усура саналагеит. Саналага
иҟасҵақәо зегьы ахәшьара ҟарҵан, аспирантура сҭарцеит, аспирантура Убри сазҵаар сҭахуп, абас иааркьаҿны акандидат диссертациа шәыхьчеит, нас адоктортәгьы шәыхьчеит. Аԥсны уажәы аԥсуаа аӡәык ҩыџьак ракәхап иҟоу, уаҳагьы аӡәгьы дсыздыруам, атехникатә наукақәа рдоктор ҳәа шәара. Џьаргьы сахьаԥхьози исзымԥшааӡеит шәдиссертациақәа ртемақәа. Уа избазгьы сызҵаара ҽакала иҟалозар акәхарын, аха изызкыз акандидат диссертациа адоктор. Ахьӡқәа ракәзаргьы ҳашәҳәа. Ҳаинститут усҟан атол ахьӡын, географический институт ҳаиҟоуп. Уи занааҭс ирымоу абри амшын аҭҵаара, амшын ацха. Иара иеиқәханы иҟоума акыр? Убри иазкны иҟан, абри амшын ацха иҟоу зегьы аҭҵаара, агәаҭара изакәызаалак. Нас аибашьҭа, нас алодкақәа рымҳәогьы, нас урҭ рыԥшаарагьы. Нас еиуеиԥшым азҵаарақәа рацәоуп. Убри ала уахь аҵаҩсырҭаз ала, убриоуп сдиссертациа зызку. Аӡәы иаҟоу, аԥшаара изакәу, ихцо, ихаауа, убри адҳәалақәоу. Адиссертациақәа рҩбагьы убри атол иадҳәалома? Докторская диссертациа, уи ани кандидатски иҟасҵаз инацҵаны, нас иҵегь ирҭбааны. Уигьы Урыстәылоуп Ихьшәахьчысныс лкаупара. Ара иаахьчарҭагьы ыҟаӡам адоктортә, уи аганахьала издыруеит. Анаҩстәи сызҵаара, хәыҷык иҿахысыцәоит, аха саҭашәымҵан, бас сахьцәажәозума. Абри анаукаҿы аҵаҩцәа, акадрқәа реиҵааӡара азыҳәан ҳара Аԥсны хәыҷык ҳаԥсыҽуп, ргәы иалсыргьы. Сызҵаара убас еиԥш иҟоуп, шәара шәхаҭа аҵаҩцәа шәымоума? Шәара шәус иадгыланы иҭызҵаауа? Абри аҷкәынцәа аӡӷабацәа иалсыргаз зегьы, убрахь исшьҭаанӡа, сара абра ашкола аартны, абра раԥхьа аҵара дырҵаны, ашкол ирдыруагьы нас инацҵаны агьины, убарҭ зегьы еиқәыршәаны иҟазҵаз соуп, уахь ихҭалазгьы, дара ирҵозгьы, рхылаԥшрагьы убри. Уи ааигәа Валентина Чкотуа Агрба ҳаицәажәон лареи сареи, ирацәаны исзеиҭалҳәоит уаҟатәи шәусуратәы. Убас нас маҷӡама, иалгаз маҷӡама. Ацхыраара дара... Аха иара шәара шәусҵәҟьа иацызҵо аӡәык ҩыџьак аҵаҩцәа шәымоума? Иҳамами. Ишәымоу. Уажәы ааигәа аӡәы доктор ихьчеит аинститут аҿы. Ихьӡ ижәла ҳашәҳәаргьы ҟало. Кимкетов ҳадоуп. Кимкетов Эдуард ихьчеит. Диссертациақәа уихагьы аспирантура ҳҭаӡым ҳара. Диссертациа Урыстәылоуп иҟаиахьыршәшәыда. Иҟоуп аӡәык ҩыџьак иаҿу. Аха уаанӡагьы сҳәахьеит, абри зынӡак финанс аныҟам, зынӡак. Ицәгьоуп даара, ари зегьы аидкылара цәгьоуп, аҟаҵара цәгьоуп, егьоуп, аха нас аҳәынҭқаррагьы еилыскаауеит, ишрымам еилыскаауеит. Абиуџьет уаҩҵас иахьшәымам еилкаауп, уи аныԥшуеит арахь аҳәынҭқар атехникатә интеллигенциа, уаҳа ишысҳәара сыздыруам, аха абри ахырхарҭаҿы уаҩҵас акадр бзиақәа амамкәа аҳәынҭқар аргыларагьы уадаҩуп, аиаша шәасҳәап, агуманитариацәа мацара рыла аҳәынҭқар иузыргылаӡом. Иашаҵәҟьаны иӷәӷәаны, нас ишахәҭоу еиԥш аусура ҳалагозар, абри уаанӡа исҳәаз амедицина иадҳәало, уаанӡа исҳәаз Урыстәыла исҳәаз, убри ҳзалагар, убра зегьы аҵанакуан. Нас ааӡарагьы аҵанакуеит, адиссертациақәагьы аҵанакуеит, аха уи иҳамами межправкомиссиа Урыстәыла, Урыстәылеи ҳареи, убарҭ иалархәны, убра азҵаара ықәыргыланы, убри ала финансқәа цәырҵо иҟалар, абри ахырхарҭа ҳалагар, убра зегьы аҵанакуеит, аԥсы ҭалоит аинститутгьы иаҳа, нас акадрқәагьы ҳрылагоит зегьы, нас Урыстәыла иҟоугьы аанагоит, хабалак аимадарақәа ҳамоуп, ҳаԥшуп, финансоуп зегьы зку.
финанс. Убри ҟалар ҳхала ҳзышьҭхӡом уи ҳбиуџьет ала иаҳзышьҭхӡом. Аха Урыстәылеи ҳареи ҳаицхырааны Иахьазы даргьы Урыстәыла интересно. аинститут ԥараҳәак ршәырҭома? Ҳара уи ҳарҭо, уи ҳарҭаӡом, уи ҳара ус ааур адҵа ҳамоу ала уи ала атчиот ҟаҳҵоит. Агьи баша нас аинститут аанхандаз ҳус аԥара ҳарҭаӡом. Аха ахәыршәома иаашәҵом? Ахәыршәо. Ахәыршәоит, бзиоуп. Еиҭазҵаарак абри агахәыҷык иазааигәо. Анаукатә кадрқәа реиҵааӡара координациа зуалда. Избанзар кадрқәа нас ауниверситет аҿы ирааӡоит, гәыԥҩык аинститутқәа рҿы ирааӡоит, наукақәа ракадемиаҿы. Абри зегьы иааидкыланы акоординациа рзызуша, дызусҭада? Абри ахәыҷқәа иалҳаргоит ҳамҳәахьеи. Урҭ зегьы Урыстәыла акәӡам, абри ҳауниверситетгьы есышықәса иҭаҳҵоит. Ҩыџьа-хҩык есышықәса иалгоит, нас ҳахь иааҳгоит. Нас алекциақәа ҳаарыԥхьоит, акафедрақәа ҩба ҳамоуп, ҳахәаша акафедрақәа ҳамоуп. Раагьы, аха иналгалак ашьҭахь, аусура ианааилак, ироуа иҟәныршьоит, иҟәныршьратәгьы иҟоуп, ажәакала иҭаҳгьежьуеит, афинансқәа ыҟамкәа аиҵыҵра аизҳара ҟалаӡом. Аха ахәыҷқәа рааӡараҿы, ҳауниверситет аҿгьы жәохәҩык ракәуа иалсыргахьеит. Иацаҳҵап абри ахәыҷык ахатәы зҵаарақәагьы шәысҭар сҭахуп иахьа. Шәыхшара рҟынтәи шәыззыԥшыз амҩа ылырхыма? Шәара ишәҭахыз, шәара ишышәҭахыз иҟалама дара рымҩа анылархуаз? Аҷкәынцәа ҩыџьа ҳааӡеит, иалсыргеит урҭгьы егьырҭ реиԥш аинститут, абри Росатом иадҳәало аинститут. Мишьи иалгеит ҳәоуп ишсаҳахьоу аинститут замана. Алгеит ҳаҳҿы ус руот, аха ауаа излардыруа ҽакала абри амузыка Арҿиара рҽазыркит, арҿиара. Исазҵаауа усшәа ргәы иабоит, абри ада уаҳа занааҭ рымамшәа ргәы иабоит. Аинститут аҿы аус руама? Ус руот, ус руот. Иахьагьы ус руот. Уигьы са соуп изхароу абри амузыка атәы. Изба? Аибашьра ашьҭахь абра Гәаӡера клуб ҳаман. Ахәыҷқәа жәашықәса жәеиза-жәаба зхыҵуаз. Убра агитарақәа аанханы иҟан. Нас аклуб аиҳабы лҳәеит, абарҭ агитарақәа баша ишьҭоуп, ибаҳго. Ахәыҷқәа ираҳҭап игәдыркылар ҟалап сҳан, иаалымсхан ирысҭан убри. Нас игәдыркылт агитара дырҳәоит, нас убри дара рзы сыздыруам ирыхьыз сыздыруам убри. Убрахь иаҳа имҩахыҵит, уахь иаҳа имҩахысит. Ижәдыруа шоу дареи аконцертқәа ҟарҵоит. Издыруеит сара сырзыӡырҩхьеит, иашоуп. Уи аԥсҭазаараҿы кырынтә иҟалоит абри афизика, аматематика знапалақәо арҿиараҿынгьы даараӡа рхыбзианы иаадырԥшуа, убас еиԥш излеизааигәо сыздырам, аха убас еиԥш иҟалоит аԥсҭазаараҿы. Наҩстәи сызҵаара, шәыԥшәма ԥҳәыс Кама Џьапуа-ԥҳа раԥхьаӡатәи аԥсуа телехәаԥсраҿы дикторло. Лусура ааныжьны аҭаацәара лҽазылкит. Убри лхала илыӡбама, мамзаргьы шәаргьы шәлыцхраау? Аиаша уҳәар иҳаиеиӷьуп. Аиаша шәҳәа, аиаша шәҳәа. Иеинас аҭаацәара саргьы сыҷкәын лара абра ус луан егьин, ҳааибадырын егьин, нас ҳааиналаны ҭаацәара ҳцеит. Убри ашьҭахь аспиратура сҭан азы Москва уахь ҳаагеит. Нас убри ашьҭахь Москва саангылару, арахь саару ҳазҵаарақәа абас. Сара усҟан нас иаҳа Москва хәҷык аус зур иеиӷьуп ҳәа сгәы иаанагеит. Лара илымуӡеит, аҩныҟа Аԥсныҟа ҳцар иаҳа иеиӷьуп. Сылзыӡырҩит. Инакәызаалак ахаҵа ԥҳәыс дылзыӡырҩуазароуп. Сгәы иаанагоит. Дыхиашоу
дахьиашам аҿы иаҭахӡам, дахьиашо. Длиашахьоу убриоуп Аԥсны ҟаҳаит. Нас ара оҭах ҳамамызт, зегьы цәгьан, нас ара ахәыҷқәа лхала илҭаххеит аусура аасҭа, ахәыҷқәа рааӡара. Лара лхала илҭаххеит. Лхала илҭаххеит. Лхала илҭаххеит. Сара уи усҟакгьы исгәамԥхаӡеит, аха лара лхала илҭаххеит. Нас уи азнык ари амҩа унықәлак, нас уахь уагот. Аус лыцызуаз ара лҩызцәа илафуеит, ирҳәогьы шәасҳәо. Иеиҽырбоз ҳарацәан, аха иара акама далихит рҳәе. Убри азы сцаар сҭахуп, шәанқәыԥшыз, шәара шәзыҳәаны аҭеҭыԥш аҵакы банӡанеиуаз. Амала иаша. Аиаша. Уи иқәра цацыԥхьаӡа даҽакала идикылоит урҭқәа зегьы, аха аҭеҭыԥш шәара шәзын иаҵанакуаз рацәазма. Исгәалашәаӡом уи усҟак. Бзиоуп нас. Сгәалашәаӡом, аха ҽакала исҳәон. Уи илахь иану дзавсӡом. Уи агәра жәгома. Илахь иану ахьӡуп. Нас иҟало зегьы иара ахала иҟалош усус. Ус рҳәода санцәа иҟаиҵоит рҳәоит, аха уи маӡак аҵоуп иара, маӡак аҵоуп. Уи амаӡа физикцәагьы ирзеилымкааӡоу. Иахьа уҟоуп нықәгыла-аақәгылагьы уасасоми ҳәа. Нас аӡә даауԥылот, иҟоу иану зегьы ааухашҭуат. Ааухашҭуат. Абри ҳаицынхандаз абас угәы иҭашәо. Нас интеллигент иаҳасаб ала аҭак, ԥсуак иаҳасаб ала аҭак сышәҭеит. Абри аблок аҿы даҽа зҵаарак амал шәара шәзы иаҵанакуа. Амал уацәыхаразар иаҳа иаӷьуп уазааигәазар аҵкьыс. Уи аанагаӡом, нас зынӡак акумамкәа, шакумамкәа ҳәа. Убри надҳәалан ак сгәалашәеит, исҳәот аамҭа ҳамазар. Са сыҷкәынӡаны ҳаԥсшәак рҿы ҳаҟан ақыҭаҿы. Убасҟан ԥшьынҩажәаҟа зхыҵыз абырг иҳәон, акы иахиҳәаауан, ус иҳәеит. Абра иҳәеит, гәылак дҳаман, унеишь уааишьҳәаз рҳәо, пату зқәыз даара иҳаракыз, даара ақыҭақәа зегьы дырдыруан. Дыкәызалак акахыуа иԥхьон, иазҵаауан. Аха инхара абас иқәгыла-аақәгыланы акыҟоушәа иҟамшәа абас инхара даара иԥсырҽын, дашьҭаӡымызт иҳәеит. Дашьҭаӡымызт. Абри зны ҳиазҵааит, уара уеиԥш иҟоу ауаҩы, уааирдыруа. Абри унхараҵәҟьа назхәыҷык, дад, анхареи ауаҩреи иузеидкылаӡом, иузеиҵбаӡом ҳасаҩит. Иузеиҵбаӡом. Анхареи ауаҩреи. Ауаҩра захьӡу ауаа рымаҵуроуп. Уахь уашьҭалар, анхара уашьҭалар, ари аанхауан. Ари уашьҭалар, ари аанхауан. Убри са сгәы иҭашәаны. Иҭабуп, уазхәыцыртә иҟоуп, иашоуп. Амал инықәызалак ауаҩы иԥырхагоуп. Изиԥырхагои? Иԥырхагоуп. Иаасҭа ихәыҷқәа ирԥырхагоуп. Избанзар ауаҩы ихала, имахәҿыла, ихшыҩала, илшарала, иааигар иитәу, иара иааигар иааԥсарала, иааигар иҳаиӷьуп. Зегьы мазеины иниоулак, ауаҩытәыҩса иреитәӡым уи. Абри еволюциа рымҳәои? Еволюциа закәу исымша усуроуп. Ухазоума, уҭаацәырзоума, исымша усуроуп, ак ааугароуп, ак муцароуп. Агьи мазеины иуоура, амал убри азоуп иззысҳәауа ала ауаҩы изеицәоуп. Уара умҩа, уара уанысро. Умҩа, уара уанысро. Аҵыхәтәантәи ҳазҵаарақәа, аҵыхәтәантәи аблок иаарласны иркьаҿны. Шәнапы злаку
анаукатә хырхарҭаҿы зегь реиҳа зхыԥша ӷәӷәаз ҳәа ишәыԥхьаӡо аартра иарбану? Аматериа рымҳәо материа, Ааи. агәыллара, аҩныҵҟа. Абри ҳазҟәыԥшо ас иубоит, нас Ааи. аҵауланы иубоит, нас атом рҳәоит, атом аҩныҵҟа ыҟоуп, аҩныҵҟа ыҟоуп. Уи аҩныҵҟагьы еиҭа еилкаам ыҟоуп. Уи умҳәубаратәы иҟоуп, ҳазегь ҳазлеибарку, уҵауланы уахәаԥшыр, уа акгьы ыҟаӡам, зынӡак иҟаӡам. Аҩбатәи азҵаара иԥсабаратәым аинтеллект ужәы акырӡа иалацәажәоит, иахьынаџьтәым иарбан сфероу? Убри ицәырҵыз иԥсабаратәым аинтеллект даара ҿыцу технологиоуп, макьана ҳашьцылаӡом ҽеишәа. Аха макьана ижәбарҭоума иахьшәарҭоу, иахьаҭахым? Ашәарҭареи ауаҩ ихәареи абас еиҩшаны иҟоуп. Еибакапануеит. Еиҩшаны иҟоуп, да. Ашәарҭареи ҳа еиҳазар ҟалон. Аибашьра ашьҭахь асовет аамҭазы ирҿиаз аагалыхра Аԥсноуп сахьаҿу изыхҟьазаалакгьы иԥхасҭахеит, иԥхасҭаҳтәеит. Абыржәы аскьа сазхәыцуан, иара аагалыхра хаҭахь иԥхасҭахаз уи акыха-ҩбагьы аусуцәа рыкласс ҳәа иҟамзи аус зуаз, убырҭгьы ԥсаҟьахеит, урҭгьы иҳамамкәа, бысакалашәақәа иҟалеит аҟынтәи азҵаара, аҭак ркьаҿны ишәҳәар ҟалоит, ареиндустриализациа аҭахума Аԥсны? Аԥсны убас иҟоуп, ажәытә аҿатәала уахәаԥшуазар. Индустриализациа ара зынӡак иҭахӡам, ҳасгәы иаанагоит. Нас абри ажәытә ишыҟаз еиԥш. Аиеи. Иаҭаху ҽакуп зынӡак ақыҭақәа рҿы иахьатәи атехнологиала анхарра, аарыхра, абри ақыҭа иара ахатәы аԥсҭазаара абриоуп ишьҭыхтәу ҳазгәы иаанагоит. Зны-зынла исаҳауеит ҳара ҳҿгьы иалацәажәо, аха уи ус нас џьара ҳҩызцәақәагьы абас ҳанеидтәала ирҳәо, аха иагьыс аҳәынҭқаррақәа рҿы игәоуҭаратәы иҟоуп абри афымца лашара, афымца мчы проблеман Аԥсны иахьыҟоу зыҳәан зегьы аҿлымҳара ҳамоуп, абри атомтә фымца станциақәа ҳәа изышьҭоу електростанциақәа дыргыло дагьиуеит. Убри шәарҭоуп ҳәа шәыԥхьаӡома, шәышԥазыҟоу? Иара астанциа шәарҭаӡам, аха ҳара ҳахәаӡом уи. Избан? Избан акәзар, ҳара хышәнызқьҩык ҳаҟаӡам макьана. Ари астанциа убас ҳаракуп, иааганы убри ала ҳхы иархәан агьинаӡак ииашахаӡом. Ииашахо убриоуп, дузҭахырхо иҩнаҿы. Уажәшьҭа атехнологиақәа ҟалоит, абри амра амчала. Солнечные Убри панели. ала афымца ҳауа агьиуа аҩнқәа рҿы иҟаҵазар, нас асанаториақәа иҟаҵазар, нас ари игәра иҳамоу ҳастанциагьы аԥсы шьон хәҷык. Убригьы ҳаҿуп, ари ҳаинститут аҿы, убри апрограммагьы ҳаҿуп. Уи иаҳагьы Сынтәанахыс апроект раҳҭеит, аиҳабыра ираҳҭеит, иақәшаҳаҭхара убри ҳалагоит. Афымца аиура хазы-хазы. Астанциа дуқәа ргыланы агьины иаҭахӡам ара Аԥсны хәҷуп. альтернативатә енергетика ҳәа изышьҭоу ауп. Дузҭахырхо иара итәы имазар, иара изхаша. Иҭабуп аҭаказы ҳара ҳмилаҭ аԥсуаа атехникатә сфераҿы, хырхарҭаҿы апотенциал рыманы ижәбоума, мамзаргьы ҳара иаҳа ҳгуманитарицәоуп. Гуманитариацәа ҳҟазҵаз агуманитариацәа роуп. Ус дара рацәамзи уахь ҳаиргеит. Агьи даԥсуп, амилаҭ ала иҟаӡам. Атехника бзиа избо ус ажәлар рҿы иҟоуп, ҳаҳҿгьы иҟоуп. Иахьагьы имаҷӡам иаҿу ауаа. Излаҟало сыздырам, абри агуманитар иалго иаҳа ибошәа, иаҳа иеиӷьушәа, излеиӷьу сыздырам. Аха аҩшарагьы абри иашаӡам. Иаҳҳәап афилологиа ыҟами? Афилологиа. Афилологиа аҟара иҵауло анаука ыҟаӡам.
изыдҳәылоу техникатәгьы даара ирацәоуп. Филологии, аԥсабаратәу интеллекти, иара просто техника, ар зегьы еидҳәылоуп. Ус хаз-хазшәа убоит аха, уи ибызшәа ихаауа, убри аҭҵаара, уи дфилологуп ҳаус акәымкәа, уи ҿырԥштәны иаазгоит. Уи иҵауланы уԥшуазар, иҵауланы ухәыцуазар. ҿырԥштәны иаазгоит, ари анаука иаҳа иҵаулоуп, ари акәым анаука анаукоуп. Еиҟароуп зегьы, ииашаҵәҟьаны узнеиуазар. Ауаҩԥсы иахьа ҳаамҭазы дзыцәхьаҵуа аҟазшьақәа, инижьуа аҟазшьақәа рҟынтә еиҳа шәгәы иалоу иарбану? Абри иахьыӡуа, абри ихьынҳажьуа иҽеимҳәо шәгәы иззаанаго? Сара сан Гарыԥҳа Вера зны убас ҳалҳәеит. Аҿар еилыскаауеит, аҿар шәоуп. Ишәҭаху ҟашәҵа, аха аԥсуара кашәмыжьын. Ҳааччан, иаҳҭаху ҟаҳҵо ҳалагар аԥсуара шԥаҟалак иаҳҳәан, аха иҵаулоу убриоуп. Ҳаԥсуара ҳамамкәа, акгьы зегьы иҳамоу акгьы аанагаӡом. Избан акәзар, уаҳа ицәырҳаго ажәларык рыҳасабала, уаҳа ицәырҳаго акгьы ҳамаӡам егьырҭ ажәларқәа рахь. Баша ауаа ыҟоуп, ҳазегь ҳаилаҳәашьақәа еиԥшахит, агьинас, уажә аҿар имбои, ԥшралоуп, иршәом, еиԥшуп, аха аԥсуара змоу, аԥсуара зҭаху, иныҟәызго, иныҟәзымго ира зегьы убон. Убри алоуп ажәларқәа егьырҭ ҳазлардароу, нас пату злаҳақәоу. Убри аҟнытә ихаблак иаҳҳәалароуп, ишәҭаху ҟашәҵа, аԥсуара кашәмыжьын. Иуҭаху зегьы узыҟаҵаӡом, аԥсуара ныҟоугозар уи иоуп. Шәмаҭацәа ирџьышәшьо иарбану? Уажәтәи ахәыҷқәа ртәы аҳәара даара ицәгьоуп. Убасҟак иаанӡа ахәыҷқәа ахшыҩ роуат. Убас иҟоуп. Уи аԥсабара иҟанаҵозар акәхап. Аӡӷабацәа, сваҭацәа ҩыџьа, аҷкәынцәа хҩык, абас ауп. Анцәа ишиҳәара шәоуп. Рызегьы аԥсуаа рыхьӡқәа ԥсуоуп. Закар ихьӡуп аӡәы, Смел ихьӡуп аӡәы, Еснат ихьӡуп. Сара сабгьы Смел ихьӡын. Иван Яковлевич ҳәа данызҵаз, уи дыхҭаз Ростов фабричное заводское училище дҭан, документқәа дгәарҭа имаӡамызт. Нас рхала ирҩит Марколи Иван Яковлевич. Аԥсҭазаараҿы зегь реиҳа шәзыцәшәо иарбану? Даара ицәгьоуп. Зыцәшәо, уигьы аиаша уҳәароуп, аиаша уҳәар ҟалаӡом. Сусура ансижьыр ҳазшәоит. Сусура захьӡу иара сдиректор ракәӡам. Иара ус. Избан сашьцылеит са сусура, сара исҭаху, сара схала исхәыцуа, схала исҭаху сашьцылахьеит. Аӡәы исеиҳәо акәымкәа. Сашьцылахьеит аусура. Убри исылмышо сҟалар, нас убри сацәшәоит сара. Ари екзистенциалтә зҵаароуп, ус ами философиатә зҵаароуп, иашоуп, аҭак ус иҟоуп. Иахьатәи иниҵыху ҳаишцәажәараҿы ифиналтәу азҵаара, уи азҵаара зегьы ирысҭоит, ихадоу азҵаара иахьа аԥсуаа рымҩаҿ. Уи даара имариоуп, аҭак зегьы ирҳәоит, аха ҳаламшаӡеит, аидгылара аҭахуп, аицәажәара аҭахуп, уара сара ҳакәымкәа. Избанзар, уи инықәырԥшшәа, ус иҳаиӷьуп ҳакәымкәа, усҟа ҳамҵар ҳҭахуеит ҳажәлар. Аидгылара ҟаҵатәуп. Ихцалак, уанӡа исымҳәеи, амал хәҷык иааныжьны, амал ауаҩы иԥырхагоуп. Аидгылара ҟаҵатәуп, еицәажәароуп ҳәа сгәы иаанагоит. Аиҳаби, еиҵби хәҷык
аиҵбахәҷык даангылароуп, аиҳабахәҷык дмышхароуп. Абри ажәытә иҳамаз еиӷьу ҳазхәыцӡом. Аҳтәы ажәытәри агаз урҭ ирдыруа ирҳәо иашаӡом. Ҳажәлар убасҟак иахысхьеит зхьышықәсала, ацәгьа абзиа издыруа ҳа. Убри ажәытә иҳамаз, иахьагьы иҳамазароуп. Иҭабуп даараӡа. Абас иҟан аԥсуаа рымҩа аҵараауаҩ Анатоли Марколиа дызлахоз. Аԥсуаа рымҩа иаццахоит. Абзиарас.